Мадина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем сегодня живет Абхазский театр? Чем занимаетесь вы? На данный день, на данный момент труппа Абхазского театра, и я, режиссер Абхазского театра, мы репетируем пьесу под названием «Носороги». Это знаменитая, одна из самых знаменитых пьес драматурга, авангардиста Эжена Ионеско. Почему вы выбрали именно Эжена Ионеско, театр абсурда? Мне, как режиссеру, в первую очередь хочется попробовать разножанровые пьесы, да, как от гротеска до психологической драмы, от комедии до трагедий, да. И я впервые, это мой первый опыт с работой пьесы, которая написана, это театр парадокса, это авангардная пьеса, и мне как жанр это было интересно чисто с технической точки зрения, потому что набить руку и вообще поставила себе вопрос, а так ли сложно ставить авангардные парадоксальные пьесы, вот сложно ли так ставить пьесы абсурда. Я давно знакома с творчеством автора Эжена Ионеско. Я очень много читала, очень много лекций слышала. И в одном я сошлась с людьми, которые ведут его творчество, которые рассказывают о его творчестве, что вообще театр парадокса, пьесы, да, вот абсурда, они на самом деле просты. То есть во главе угла стоит слово, но за этим словом идет действие, да, вот что между строк. И это действие всегда понятно. Зритель, пришедший на пьесу «Носороги» Эжена Ионеско, не получит массу вопросов, он получит массу ответов. Да? То есть в техническом смысле, в форме постановки этот спектакль очень прост, он доступен, он понятен. И вообще, как мне кажется, что театр абсурда – это самый понятный жанр. Как в итоге столкнувшись, да, для меня это тоже определенный этап моей жизни было загадкой, да, брать такие пьесы. Но столкнувшись с этой вещью, я поняла, что она на самом деле очень понятна. Просто там есть один нюанс – расходятся слова с действиями, да, и если ты находишь, почему его действия такие, а слова другие, если ты находишь этот ключ, то пьеса тебе раскрывается, тебе станет все понятно. И я думаю, что пусть зритель не пугается, что это Эжен Ионеско, что это «Носороги», что это такая вот, значит, это, естественно, название аллегорическое, да, имеются в виду люди под словом «носороги». Мадина, как вы подбираете репертуар и как вы угадываете, что именно сегодня нужно зрителю? Знаете как, вот цель, наверное, театра сегодня не делать отсылки, как это было тогда, в реанимации, в реинкарнации, там, музейных каких-то там, начиная костюмов или, да, а цель, мне как кажется, на мой взгляд, по крайней мере, я этому пути следую, любую пьесу адаптировать под наши потребности, под наши чаяния современные, да, то, чего, на мой взгляд, сегодня с нашим обществом не происходит деградация, это на мой взгляд. Мы очень много читаем в соцсетях какие-то вещи, люди, остановитесь и так далее. Мне кажется, что сегодня с нашим абхазским, а может быть даже всемирным обществом происходит процесс мутации. То есть идет некий такой переход, и этот переход очень тяжелый, да, и важно вот в этом переходе, про что пьеса «Носороги», остаться человеком. А что такое человек? Это есть моя версия, и зритель, пришедший на спектакль, увидит мою версию, что означает остаться человеком. Это не лозунги про патриотизм, а это патриотизм, он внутри, это патриотизм, любовь к человеку, к ближнему своему. Для меня это больше какие-то заветы, да, вот библейские. Это «не убий, полюби ближнего»,
своего как самого себя. Вот про это. Не хватает нам сочувствия друг к другу, любви друг к другу, понимания. Время такое сейчас, оно мутирует, но при этой мутации мы почему-то думаем, что нужно сейчас, здесь и сейчас. Мы не думаем, как вот завтра. То есть момент остановить на вот эти 1,5 часа, которые будет идти спектакль. Как вы думаете, насколько наша общественно-политическая жизнь влияет на жизнь театральную и влияет ли она вообще? Ну, любому художнику, скажем так, вот если не будем касаться государственных учреждений, да, но придем к этому, да, позже. Любой художник, не то что его право, его обязанность не принимать активного участия в тех или иных политических движениях, действиях, но как гражданин, конечно же, у каждого наверняка есть своя позиция, точно так же и у меня, но сегодня, беря эту пьесу, я не отлучаю себя от общества, я часть этого общества. И есть мое мнение, я же не могу подойти к каждому и сказать, вот, ну зачем ты так, да, ну вот как ты так. И в этом смысле государство, и имея такие учреждения, как театры, как филармонии, как музыкальные училища, как раз сегодня то время, когда государство вместе со своими госучреждениями делает вот эти выходы на общество, да, через призму, через постановки данных спектаклей. Сегодня у нас нет цензуры. Это до войны театру присылался план, нужно было поставить этого автора, нужно было поставить эту пьесу. И эти пьесы обязательно несли за собой пропаганду социализма, коммунизма, того политического и общественного строя, который был. Сегодня, слава Богу, этого нет. Я почему говорю слава Богу? Потому что все же дан приоритет художнику. И сегодня наше государство приходится просто полагаться вот на честность как бы, да, того художника, который сегодня что-то производит. Да? И что касательно почему сейчас, потому что очень много эта пьеса поднимает тех проблем общественности, ну, включая даже как мы похороны свои проводим, да, как свадьбы, как похороны. Все это отражено. И не думаю, что произведение «Носороги» причислено на сегодняшний день к классическим произведениям, но я бы его причислила, потому что классика – это то, что вечно, классика – это то, что всегда, во все времена найдет отражение. Да? И этот спектакль совсем, конечно, не погладит по головке зрителя, а нашему зрителю порой, я так чувствую, ходя в другие театры, я вижу, нашему зрителю хочется все же, да, полюбить себя, чтобы меня похвалили. Да? Этот спектакль, конечно же, не такой. Он не будет нас хвалить, он не будет вас, зрителя, ругать, он вас просто будет любить и будет просить взаимности. Да? Вот про это. Мадина, кто автор перевода? Перевод – это Даура Рухадзе, актер Абхазского театра. Это у нас с ним уже второй опыт. Он переводил «Дом Бернарды Альбы». Часто так бывает, что полезна та или иная пьеса в переводе актера, а тем более такая сложная вещь, как театр парадокса, пьеса абсурда, ее нужно делать, адаптировать под речь театральную. То есть человек хорошо должен понимать специфику сценической речи, да? И он как актер, примеряя на себя каждый образ, соответственно, задачам этого образа, он делал перевод, да, и вот я очень довольна. Нынешним очень рабочий, доступный, хороший перевод. Мадина, какие у вас планы на перспективу? Поделитесь с нами. У меня лично есть, конечно же, планы. Я сегодня могу открыто о них сказать. Это на 2018 год. В конце сентября у нас состоится премьера спектакля про нашу войну. Пишется пьеса с актером, драматургом Анзором Мукба. Вот у нас с ним идет совместная работа.
в апреле месяце он сдает театру эту пьесу, и 28 сентября будет премьера этого спектакля. Тема спектакля основана на реальных событиях. И я думаю, что давно пора нашим театрам поднять эту тему нашей войны. И к тому же так совпало, что этот год 25 лет с начала войны. Это такая вот круглая дата, которая вот... И этот спектакль мы приурочим, да, вот к этим событиям. А дальше, это уже начало 2019 года, это с благословением автора Виталия Амаршин мы начали делать инсценировку «Абсхалион». Да, это тоже такая вот эпическая вещь. И сегодня активно идет работа по созданию инсценировки. Я лично с автором общаюсь, я у него спрашиваю, и тоже идет такая совместная работа. Дальше это лето 2019 года. 2019 год будет, насколько мне известно, будет объявлен годом юбилей Сарии Лакоба. Это супруги Нестора Аполлоновича Лакоба. И сегодня драматург, чудесный драматург из Кабардино-Балкарии Зарина Канукова, она пишет опять-таки пьесу на основе книги Адилии Аббасоглы, не могу забыть. И мы используем много других материалов, которые предоставили нам любезные историки наши. Тоже пишется пьеса, которая будет называться «Сария». Да, и это лето 2019 года. Вот на ближайшие 1,5 года вот такие вот у меня планы. В одном из интервью журналистам вы говорили, что у вас в планах идея проведения творческих вечеров со знаменитостями. На каком это все этапе? Это все на стадии разработки и обсуждения, потому как вопрос тоже встает финансирование, но все это готовится, и я думаю, что к 2019 году не только этот проект, а все, знаете, как бы все всегда, может быть, легко говорится, но когда идут репетиции, и мы поняли, что для этих вещей нужны, наверное, приглашенные режиссеры, да, которые вот займут эту нишу. И, если честно, на сегодняшний день не хватает рук режиссерских. И я говорила на прошлых конференциях, и сейчас это говорю, мы разрабатываем проект по инсценировке школьной программы, да, и это очень важно, и это тоже мы собираемся обратиться в Министерство образования, чтобы сделать этот проект совместным. Это, я не знаю, до 10 постановок, но, опять же, это будут, наверное, приглашенные режиссеры, да, вот, которые будут это вот реализовывать. Спасибо большое за интервью, успехов вам. Спасибо большое, удачи и вам.